закон о референдуме требует некоторых изменений. Потому как в таком виде, как сегодня мы проводим референдум, я считаю, что это недопустимо. Референдум, как известно, проводят в исключительных случаях, когда речь идет о государственности, о суверенитете, о целом народе, о ее судьбе. И, конечно же, если это имело бы место, да, допустим, президент нашей страны, если бы нарушил бы закон и конституцию, то, конечно же, я, возможно, согласился бы на проведение референдума. Но я лично не вижу причины проведения референдума. Вы знаете, когда штурмуют главное ведомство нашего государства, которое обеспечивает правопорядок, это ни в какие ворота не лезет. Это недопустимо. Я осуждаю действия оппозиции. Были ли причины у оппозиции так поступать? Это компетенция прокуратуры. Знаете, если имело место быть, то у нас есть соответствующие ведомства, которые должны разобраться и обнародовать результаты следствия. Штурмовать ведомства, какие-то государственные учреждения – это недопустимо. Это нарушение закона и конституции. Я думаю, что прокуратура нашей республики будет работать в этом направлении. А как вы объясните тот накал страстей, который происходил тогда вечером в здании МВД? Там действительно были, так скажем, люди в таком каком-то эмоциональном, возбужденном состоянии. Да? В чем причина этого? Вы знаете, причина, видимо, кроется в том, что люди, на мой взгляд, не совсем правильно понимают ситуацию в нашей стране. Ведь не все разбираются в политике и не все понимают, что происходит в нашей стране. И поэтому там четко видно, там есть видеонаблюдение, которое каждый как себя вел и что говорил при этом. То есть есть видео, аудиозаписи. Я думаю, что соответствующие органы проведут анализ происшедшему. Я еще раз повторю, я осуждаю такие действия вообще. Представители оппозиции не посоветовали своим сторонникам участвовать в референдуме. Как вы это оцениваете? Вы знаете, когда такая парадоксальная ситуация складывается, когда оппозиция требует референдум, да, хотя это не по закону, и президент нашей страны, несмотря на это все, проявляя мудрость, да, и идя навстречу нашему народу, потому как более 20 тысяч подписей было собрано, он пошел навстречу нашему народу и назначил своим указом дату референдума. На мой взгляд, такой ход событий оппозиция не ожидала, что президент назначит дату референдума. И оппозиция уже понимала, что такой явки, которую они ожидают, не будет. И в связи с этим они обратились к своим сторонникам не приходить на избирательные участки. Насколько это правомерно? Это неправомерно, конечно, разумеется. Во-первых, конечно, бюджетные средства потрачены. Вообще, прежде всего, конечно же, будоражить наше общество ни в коем случае нельзя. Нельзя поступать с нашим народом именно так. Наш многострадальный народ, я просто хочу напомнить нам всем, что прошли войну. Мы не успев почувствовать вкус победы, да, свободы, мы оказались в блокаде, и это мы пережили. Это результат единства. Помните, когда мы были едины, у нас все получалось, нас не сломили ни Госсовет Грузии, нас не сломили блокады. И сегодня, когда рост экономики потихонечку мелкими шагами поднимается вверх, да, будоражит наше общество, я считаю, что это преступление. Как вы считаете, если был бы назначен другой срок, допустим, через 3 месяца, или в начале сентября, или в октябре, картина поменялась бы? Для этого я предлагаю посмотреть закон о референдуме. Там последний срок назначения референдума 1 августа. То есть в рамках закона было принято решение именно 10 июля.
Вот и все. Президент не мог назначить референдум, как они хотят в октябре или в ноябре, потому что закон не позволяет. Вот просто надо посмотреть закон и все. Как и перенести, так я понимаю. Да, совершенно верно. Необходимо посмотреть закон о референдуме, где четко и ясно написано. Вот. Президент следовал этой статье в законодательстве, и поэтому принял решение 10 июля. Он мог, допустим, где-то 20-го, 21-го, но не позже 1 августа. Что вы думаете ждет после нашу страну? Возможно ли какие-то моменты, где действительно на какой-то почве можно объединиться вот разным, я не знаю, партиям, разным платформам политическим? Как вы думаете? Есть площадки для этого, чтобы политические силы в нашей стране, где могли бы высказать свое мнение за круглым столом. Но этого не происходит. Администрация президента, президент сам лично призывает политические силы сесть за стол переговоров, высказать свое мнение, высказать свою программу, да, экономического развития нашей страны. Пожалуйста. Но этого нет. Вместо этого мы будоражим наше общество разными выводами, доводами. Чем вы это объясните? Вы понимаете, Какие вы думаете цели? эти наши граждане, которые были уже у власти, и мы знаем результаты их деятельности. Это прежде всего имело место быть нарушение закона и Конституции. Вот. Они нарушили закон и Конституцию, выдав более 20 тысяч паспортов грузинским гражданам Грузии. Понимаете, это преступление. Были ли у власти какие-то ошибки, недоработки, какие-то недосмотры, и что вот вообще такая ситуация сложилась? Конечно же, много сделано, но и много еще и не сделано. Прежде всего, конечно же, лично я, да, не в восторге от некоторых ведомств, их деятельности вообще в целом. Вот. И это результат, на мой взгляд, неправильной кадровой политики. Вот. Я считаю, что нужно действовать командно. Вот это мое личное мнение, может быть, мнение многих других моих коллег. Я считаю, что необходимы коренные волевые решения по вопросу кадровой политики. А вы думаете, что, допустим, наличие жесткой руки что-нибудь изменит в Абхазии? Ну, вы знаете, в рамках закона. То есть, если ведомство, руководитель ведомства не справляется со своей задачей, поставленной перед руководством страны, нужно попрощаться немедля. У оппозиции были различные претензии, да, в адрес власти вот, по поводу той же процедуры проведения референдума. Говорили о запугиваниях, о давлении, да, неудачной дате проведения референдума. Что вы скажете об этом? В наших условиях это недопустимо и невозможно. Наш народ не запугаешь. Так мы через чего прошли сейчас, кто может нас запугать? Ну, вы знаете, если это имело место быть, да, запугивание, шантаж наших граждан. Если это было где-то там в каком-то районе, в каких-то деревнях, то я считаю, что надо возбуждать уголовные дела, надо принимать меры по этому поводу. Возможно, это имело место быть, и поэтому я считаю, что после сегодняшнего дня соответствующие органы должны заниматься этим. И люди пусть скажут, пусть обратятся к депутатам, кого они избирали. И я думаю, как известно, депутаты, они не чиновники, они могут высказать свое мнение по разным направлениям. И, конечно же, когда обращаются граждане к ним, они должны принимать какие-то меры со своей стороны. Пусть обращаются к народно избранным в таком случае. Оппозиция называет переворотом то событие, которое в 2014 году было, и приравнивает его с тем, что произошло 5 июля у МВД.
Скажите, в чем разница, видите ли вы ее? Имело место быть нарушение закона и конституции нашей страны. То есть раздача, а не выдача, раздача паспортов незаконно. Речь идет о более 20 тысяч. До сих пор идет следствие. Не все так просто. Понимаете, это граждане Грузии. Как мы можем вообще выдавать им паспорта гражданина Республики Абхазия? Я скажу коротко. В 2014 году произошло то, что мы называем волеизъявление нашего народа и решение экс-президента. Вот и все. Выборы прошли, в нем участвовала оппозиция, которая после победы нашего кандидата поздравил победителя. Вот. И прошло 2 года. И почему через 2 года? Почему не сразу? Почему они участвовали в выборах? Почему они не бойкотировали выборы 2014 года? Какие у вас прогнозы? Как вы думаете, дальнейшее развитие событий? Каково будет вот завтрашнего дня, например? Я считаю, что завтрашний день зависит от всех нас. Вот я говорил в своих выступлениях, я хочу просто подчеркнуть, на флаге нашей страны ладонь, да? Пальцы там все разные, так и мы разные. Но если мы истинные патриоты нашей страны, если мы действительно хотим благополучия и процветания завтрашнего дня, то я уверен, что наш народ, объединившись, будет работать на благо страны и процветание нашего общества.